В обеденное время обычно заполняемость 50-70%, а на сегодня, как видите. Теперь казанские заведения вынуждены работать при пустых залах. Посещаемость с введением QR-кодов сократилась на 80%, говорят рестораторы. Частично выручает доставка еды на дом. Главная задача – сохранить штат сотрудников. На ближайшую неделю каникул или выходных дней ничего хорошего мы не ожидаем, кроме как полного спада. В идеале, что это может пролить еще на неделю-две, но очень надеемся, что не будет затягивать, как это было в прошлом году, на 2-3 месяца. А это уже другое заведение. Остаться на плаву им удается благодаря массовой вакцинации сотрудников. Практически весь персонал привит. Некоторые ждут второго компонента вакцины. А значит, можно работать. По словам руководителя сети, к новости в виде нерабочей недели отнеслись с пониманием. В комфортном режиме, когда никто не болеет, развивается туризм, приезжают гости, оно же всем хорошо. И в этот момент, на самом деле, мы должны объединиться, и население, и бизнес, и народ, и власть, над задачей, чтобы эпидемиология, логическая ситуация у нас в республике, в стране, она максимально снижалась. Чтобы помочь малому и среднему бизнесу, в правительстве России предложили возобновить программу кредитной поддержки предпринимателей. По ней первые 6 месяцев предприятие не будет выплачивать кредит. Далее погашение по 3% ставке. Еще одна из мер поддержки – единовременная выплата грантов в объеме МРОТ на каждого сотрудника. Главное, что введенные меры поддержки уже доказали свою эффективность во время предыдущего локдауна. Со своей стороны мы намерены жестко контролировать, чтобы предусмотренные меры поддержки были вовремя доведены до предпринимателей, пострадавших из-за введения ограничений. Спрос увеличился, в цифрах это где-то около 60%. Накануне после объявления президентом страны нерабочей недели в турагентствах начался непредвиденный ажиотаж. Жители начали массово скупать путевки на зарубежные курорты. В топе Турция, Египет и Доминикана. Сейчас здесь, мягко говоря, удивлены, ведь выходная неделя – это время для самоизоляции. Ситуация на самом деле изменилась в связи с тем, что увеличились дни, которые выделили на отдых. И если изначально это было где-то 4 дня, то это здесь целая неделя. И, конечно, народ на это клюнул. Гостиничный бизнес тоже в недоумении. Ожидали, что опустеют номера, но пока никто бронь не снимает. Пока какого-то сильного влияния этих выходных дней мы на своей отрасли не увидели. Здесь будет также влиять решение других регионов об каких-то ограничениях. Ждать гостей с распростертыми объятиями в регионах не будут. Везде принято решение о QR-кодах и обязательной вакцинации для отдельной категории граждан. Как стало известно сегодня, все субъекты вводят нерабочие дни с 30 октября. Раньше всех только в Москве с 28-го. В соседней Башкирии отметили, что ситуация с заболеваемостью тяжелая, но стабильная. Растут темпы вакцинации. В Оренбурге отказ от введения нерабочей недели с 23 октября тоже объяснили снижением заболеваемости. В Мордовии и Удмуртии планируют активизировать работу по вакцинированию. Все принятые меры в стране направлены на снижение заболеваемости. Однако так думают не все. Я в это время буду в Москве, наверное, посещу выставки, галереи. Поедем в Ставропольский край. Поедем на экскурсии. Я считаю, что это правильно. Пускай люди отдохнут. В республиканском оперштабе в очередной раз напоминают, нерабочие дни – это не выходные и не праздники. Нужно остаться дома. Они под собой будут иметь цель пресечения цепочки передачи вируса. И это зависит прежде всего от каждого из нас. В нерабочую неделю будут работать все органы власти и МФЦ. Президент республики поставил задачу увеличить темпы вакцинации. В первую очередь это и определит дальнейшие решения по введению новых ограничений. Рамиль Галиуллин, Вероника Гайнуддинова, Вадим Илларионов и Олег Мыльников. ТНВ. Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.